Ассаламу алейкум рахматуллах. Валикум салам ва рахматуллахи ва баракату. Аскар Хаджи, у нас такой вопрос к вам. Когда вы совершали зиярат, что просили у Всевышнего Аллаха? Я попросил у Всевышнего Аллаха, чтобы Он на нашу нагайскую землю не спасал побольше бараката, чтобы наш народ обратился к религии Аллаха, чтобы наши люди, побольше людей намаз совершали, соблюдали все основы нашей религии, нашей прекрасной религии, которые... Аминь, я Аллах, аминь. А что почувствовали, когда вот проходили возле дверей Каабы, священной Каабы, когда дошли до волоса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда дошли до меча дяди пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Хамзы, рази Аллаху анху? Когда подходишь к волосу посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, чувствуете это как ощущение, тоже словами тоже не передать, что вот это его частица. И это такой большой неамат, что вот его частица присутствует сегодня у нас в Тереклях, у нас на нашей нагайской земле. Также, те другие реликвии, когда подходишь, понимаешь, что этой чашей пользовался пророк, алейхиссалату вассалам. Там некоторые вещи он, реликвии, подарил своей дочери Фатиме. То, что к этим предметам прикасались те люди, которые любили пророка Мухаммада. Да, это его сподвижники, это его. Как вы думаете, стоит ли зрителям ограничиваться интернетом, или лучше, конечно, сюда прийти? Конечно, лучше сюда. Интернет это тоже лучше всего глазами увидеть. Я даже слышал, что большие алимы, даже когда приходят на зиярат, они даже снимают очки, чтобы просто глазами смотреть на это, чтобы получить баракат. Да. На самом деле, интернетом, я тоже думаю, наверное, не стоит ограничиваться. Лучше всего прийти, получить баракат. Это своими глазами, конечно, хорошо увидеть. Конечно, это... Пусть Аллах Таала примет ваш зиярат, Аскар Хаджи. Пусть Аллах Таала укрепит ваш иман ваших родственников и всех мусульман, конечно же. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.